Заключенного Батала Пилия в республиканскую больницу доставили сотрудники МВД. Дежурный хирург Георгий Амичба поставил предварительный диагноз – желудочно-кишечное кровотечение. Сутки спустя диагноз не изменился. Состояние было расценено как желудочно-кишечное кровотечение, и в таких случаях больной нуждается в госпитализации и дообследовании. Сейчас стабильно его состояние. Криминальная биография 23-летнего Батала Пилия очень насыщенная. В поле зрения правоохранительных органов он находится уже давно. Таких, как он, именуют рецидивистами, так как за спиной у них ни одно преступление. Ранее Пилия Батал Надарович привлекался в 2012 году за совершение, предусмотренное статьей 159, часть 4 Уголовного кодекса Республики Абхазия. В 2010 привлекался по статье 158, это разбойное нападение, по статье 155, это кража, статья 223, часть 1, это наркомания. Батал Пилия, по словам правоохранителей, не раз пытался инициировать акцию неповиновения, из-за чего и был переведен из СИЗО Дранда в ВВС МВД. Однако и здесь организовал акцию. Таким же образом, как это происходило ранее в Дранской тюрьме, стал провоцировать сотрудников милиции, несущих внутреннюю караульную службу, и также содержащихся лиц. В обществе бытует мнение, что если заключенного перевели в больницу, то значит за ним кто-то стоит. И это один из способов, как говорится, отмазать преступника. Вот почему у обывателя вызывает сомнения и диагноз врачей, и наличие неотвратимости наказания. Правоохранительные структуры объявили войну криминалу. Всем, кто нарушает закон. Эта борьба не ведется в определенные дни недели, в хорошую или плохую погоду. День и ночь, сутки напролет, сотрудники милиции стараются оберегать наш с вами покой, сделать страну безопасной. Я понимаю, что это там кто-то чей-то родственник, но у нас Абхазия, она маленькая, мы все друг другу родственники. Но мы должны для себя выбрать, или нам нужно государство, или нам нужно заниматься там, огораживать своих родственников, причем не самых лучших. Очень хотел бы обратиться к населению с просьбой, не позволяйте манипулировать собой криминальными авторитетами. А что же общество? Насколько криминал влияет на нашу жизнь? С этим вопросом мы обратились к представителям различных общественных организаций, партий, движений. В послевоенный период это уже произошло. Такая романтический ореол вокруг криминальных авторитетов. Вор в законе – это, в общем-то, для многих это вполне уважаемый человек. И достаточно пойти на наши кладбища и увидеть, у кого самые роскошные могилы. Вот пока мы не поменяем вот эту идеологию и ценности нашего общества, я боюсь, что очень мало что можно будет сделать. Набираем несколько слов в поиске, открываем первую же ссылку. Из общего количества представленных криминальных авторитетов 34 абхаза. В списке первые по количеству грузины, затем азербайджанцы. Тройку лидеров замыкают абхазы. С самим мышлением и с образом жизни, конечно, что это не самый лучший вариант для жизни общества, но я думаю, что это довольно-таки аксиома, которая ничего, весь мир живет как-то по-другому. Достаточно просто поддержать себя мыслью о том, что там, где воруют, там благосостояния не будет. Вор должен сидеть в тюрьме. С этой аксиомой согласны все. В их понимании нормальная спокойная жизнь может наступить лишь с исчезновением криминальных групп, банд, кланов. И у МВД нет другого пути, кроме как освободить нашу страну от этой, с позволения сказать, нечисти. Расхожее мнение существует, что эти люди имеют больше авторитета. Порой бывает, когда что-то несправедливо происходит, люди не бегут к властным структурам, которые обязаны предотвратить, и люди ищут иные пути среди тех, которые, в общем-то, являются самими преступниками. Я всю свою жизнь прожил классически по Глебу Жиглову: вор должен сидеть в тюрьме. Для меня это аксиома. Для меня это не подлежит обсуждению. Фразу из популярного советского фильма «Украл, выпил в тюрьму» романтика помнит, наверное, каждый.
Она как нельзя лучше описывает жизнь идеализируемого молодежи кумира под названием «вор». И мало кто сегодня вспомнит о том, кто именно придумал этот термин. Кто создал воров в законе, живущих по известным лишь им самим правилам. Понятие «вор в законе» придумал никто иной, как Лаврентий Павлович Берия. Человек, который враг абхазской государственности, да, он утопил в крови нашу интеллигенцию, он утопил в крови самые лучшие наши кадры. И придумал и, скажем так, поддержал идею создания вот этого вот авторитета преступного мира только для того, чтобы подавлять настроение политических заключенных уже в самих лагерях. И, к сожалению, вот эта психология тихо перекочевала в нашу мирную жизнь. Борьбу государства с преступностью каждый из нас, общество в целом, может и должно поддержать. И эта поддержка выражается не в митингах или акциях с красивыми и заметными плакатами «Мы с вами». Лишь отказавшись позвонить, попросить, походатайствовать за родственника, друга, близкого, нарушившего закон, мы не только поддержим и поможем, но и еще на один шаг приблизимся к тому идеальному государству, ради которого пролили кровь, не пожалели жизни наши родные. Низ Фаршба, Георгий Кутарба, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.